Всем доброе утро! Опытный автолюбитель явно сталкивался с такой ситуацией. Машина вдруг резко начинает плохо набирать скорость. Почему такое происходит, расскажет автоэксперт Владимир Зеленский. Доброе утро, Олеся. Причин, конечно, может быть много, и одной из них является клапан ЕГР. Владимир, как расшифровывается аббревиатура ЕГР? Аббревиатура ЕГР Exhaust Gas Recirculation расшифровывается следующим образом. Это система рециркуляции отработавших газов. Как работает клапан ЕГР и какую роль он играет в двигателе автомобиля? Клапан ЕГР предназначен для регулирования потока отработавших газов в выпускной тракт двигателя внутреннего сгорания. Клапан ЕГР работает методом открытия либо закрытия игольчатого или тарельчатого штока методом запирания. Задачей системы ЕГР является перенаправление части отработавших газов в выпускной коллектор. Может ли клапан ЕГР сломаться во время движения автомобиля и чем это чревато? Да, Олеся. При движении на автомобиле, особенно в зимний период времени, образовавшийся нагар может привести к заклиниванию механизма запирания. И шток либо тарелка остаются в открытом положении, двигатель автомобиля начинает душиться выхлопными газами и глохнет. Владимир, назовите признаки того, что клапан ЕГР неисправен. Первый признак. На современных автомобилях неработающий ЕГР поставит блок управления двигателя в аварийный режим и загорится лампочка Check Engine. Второй признак. Двигатель автомобиля перестает заводиться. Двигатель автомобиля не будет развивать обороты, что будет являться третьим признаком. Четвертый признак. Завести автомобиль можно будет только с полностью нажатой педалью акселератора. И последний признак – это когда двигатель внутреннего сгорания автомобиля плохо работает на холостом ходу. Почему иногда приходится отключать фишку на клапане ЕГР? Если шток остался в открытом положении и виноват привод, при отключении фишки шток закрывается и двигатель автомобиля перестает душиться выхлопными газами, что позволяет водителю в аварийном режиме доехать до СТО. Владимир, спасибо большое за очередную полезную консультацию. Всегда, пожалуйста, Олеся. Ну а всем телезрителям хочу напомнить, что скорость на дорогах нужно соблюдать.